И с вами связь Харматон Слар. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами канал Буслык 42 и проект «История татар города Кемерово». У нас сегодня уже 8-я серия. Мы в гостях в мечети Мунира. А если быть точнее, в гостях у нашего друга, по секрету скажу, Руслан Мухаммедшин, один из основателей татарского молодежного движения города Кемерово. Руслан, и с вами Мансур. Руслан, как я уже, видишь, представил, да, так, скажем, красиво. Я думаю, многим нашим зрителям будет интересно, подписчикам, узнать все-таки поближе тебя, твою личную биографию, вкратце, где ты родился, возможно, как родился, в каком городе, то есть и где учился, допустим. Смотрите, здесь история достаточно простая. Я родился в городе Полысаево Кемеровской области. Здесь же родились и мои родители. То есть мы сами, мои бабушки, дедушки, выходцы из Татарстана. Учился я, соответственно, в школе, учился в Полысаево и в дальнейшем переехал сюда, в город Кемерово, здесь обучался. Но сейчас, получается, работаешь здесь, в мечети. Да. Давай не будем томить наших зрителей, да, все-таки. А многим нашим подписчикам уже не терпится узнать, как ты попал в это, скажем так, культурное пространство города Кемерово, а точнее татарское молодежное движение там. Что тебя сподвигнуло? Тут все очень просто. Был определенный период в жизни, так скажем, в целом, наверное, начну со своей семьи, да, начну с того, что, в принципе, мой отец татарин по национальности, мать татарка. Мы в целом, то есть татарский язык семьи особо не использовали, но тем не менее мама достаточно на очень хорошем уровне говорит на татарском языке, и читает, и пишет. Так получилось, что в принципе татарская речь, наша религия, наша культура, она всегда была где-то очень рядом. Мы периодически приезжали в Татарстан, где также могли общаться со своими соотечественниками. Я часто бывал в гостях у своих бабушек. Все очень просто. Так как я родился в татарской семье, и отец и мать у меня татары, то получилось так, что, хотя, несмотря на то, что по-татарски мы в семье не общались особо с родителями, да, но было общение с бабушками, с дедушками, было общение со старшим поколением. И вот татарская культура, татарская речь, наши какие-то обычаи, да, наша религия, да, они всегда были рядом. Может быть, мы, будучи детьми, не так хорошо это понимали, но это была часть нашей жизни. И в целом, да, мы понимали, что мы татары. То есть у нас было какое-то небольшое, так скажем, на минимальном уровне национальное самосознание себя как татар. Что за народ мы. Было понимание того, что мы являемся мусульманами. То есть мы несмотря на то, что практически ничего из своей религии мы не знали, да, какой-то там совершенный минимум, но опять-таки, да, мы себя считали мусульманами, да, и были какие-то моменты, которые, скажем так, они в нашей семье достаточно строго было отношение, например, к браку, да, то есть было понимание того, что бабушки говорили, например, если жениться, да, то нужно жениться, чтобы ты женился на татарке, да, чтобы твои дети были татарами. Вот. Бабушки нас, скажем так, как-то мотивировали, да, к тому, чтобы мы изучали татарский язык, да. Может быть, мы как-то не так сильно хотели этого, но они, то есть, говорили о том, что вот нужно учить, да, нужно знать родной язык. Поэтому так вот. То есть, так или иначе, татарская речь, культура в вашей семье все-таки присутствовала, да? Да. Какая-то база была. Да. То есть тебе было от чего отталкиваться. Угу. Но все же ты приехал из Полысаева в Кемерово, да? Молодой, в принципе, и сейчас не старый, чего ж как таить-то. Молодой, амбициозный человек, перед которым открылся большой мир города Кемерово.
у тебя были, наверное, соблазны пойти, ну, не в татарскую культуру, на самом деле, да, а, возможно, ну, я всегда говорю, что в клубы, допустим, ну, любому молодому человеку какой-то, так или иначе, ну, развлекаться. Но так или иначе ты выбрал татарскую культуру. Вот расскажи конкретно, как ты попал в татарский центр. Ну, тут история вся достаточно интересна. Наверное, даже здесь и можно говорить о истории татарского молодежного общества, раз уж основная тематика нашего выступления, да. Ну, как я уже говорил, да, все пошло из семьи, то есть изначально мы в семье как бы знали, что мы татары, да, в дальнейшем был такой интересный период нашей семейной жизни, где мы, так скажем, ну, отец нас мотивировал, да, говорил, что давайте теперь будем говорить только на татарском языке. Был период, когда мы внутри семьи начали общаться на татарском языке. То есть это уже не детство, это уже даже не подростковый возраст, это уже такая, за 20 мне было. Ну и, наверное, перед каждым татарином, который живет вне, скажем так, вне родной республики, да, возникает такой вопрос: кто я, кто такие татары, зачем мы, так скажем, да, то есть как мы появились, да, какая-то история. И, наверное, первое, ну, вообще, впервые сейчас сложно вспомнить, да, но в начале 2000-х годов я вообще узнал о том, что есть такой татарский культурный центр «Дуслык». У нас был преподаватель Хамза Ахметович Исхаков, профессор химии, который мне сказал о том, что ты знаешь о том, что есть такой татарский центр «Дуслык», и хотел бы ли ты туда прийти. Ну, я, конечно, сразу понял о том, что мне незачем туда идти, я не умею петь, не умею танцевать, плохо говорю на татарском языке, я приду туда, ну и смысла никакого в этом не вижу. Тем более, что, скажем так, было такое понимание, что, ну, татарские песни, это какие-то песни там для бабушек, вот, что это что-то такое старое, неинтересное абсолютно. В дальнейшем, да, получилось так, что, ну, как я уже сказал, да, было интересно узнать, кто такие татары, и когда более-менее начал появляться уже полноценный у нас интернет, это год, наверное, ну, может быть, 2006-2007, да, я стал в интернете, ну, искать такую информацию, да, кто такие татары, откуда они, да, какая их история, да, как татары появились в Кузбассе, как татары появились в Сибири. Ну, про Кузбасс особой информации не было, да, я, например, искал, как татары появились в Сибири, да, начал знать о том, что есть там сибирские татары, да, есть татары из Поволжья, которые сюда переехали. А впоследствии я постепенно узнал о том, что есть такая группа ВКонтакте «Новосибирские татары», и я посмотрел фотографии этой группы, увидел о том, что там, ну, там в татарском центре, да, на этих фотографиях были молодые парни, молодые девушки, ну, как сказать, современные, красивые молодые люди, которые, так скажем, ну, объединились по, скажем так, по национальному признаку, да, и проводили какие-то разные мероприятия. Причем эти мероприятия заключались не только в том, чтобы где-то там на сцене ДК петь и танцевать, да, ну и какие-то, ну, интересности разные. Но здесь не только что фестивали, здесь, ну, у них очень большой какой-то был. Просто они встречались в каких-то кафе, общались, да, проводили какие-то игры. То есть такое стандартное молодежное общение, которое было, да, но именно, то есть была такая связь, скажем так, татар. А в дальнейшем так получилось, что я начал искать, а есть ли такая группа в городе Кемерово? Ну, такой группы, к сожалению, не было. И я, ну, с какой-то небольшой периодичностью раз в несколько месяцев заходил, смотрел, думал, ну, тогда, если вы помните, да, это год 2007-2008, как раз сеть ВКонтакте появилась, начала развиваться. Становление было. Да, и появлялись такие группы по интересам. Группа по интересам, да, в разных городах. И я ждал, что когда-нибудь появится такая группа кемеровских татар. В один прекрасный момент эту группу я нашел, да, она появилась. И я, собственно говоря,
ну, не то чтобы там сильно начал общаться, но смотрел, что какие-то мероприятия. Видел, что была встреча татарской молодежи, это был март 2008 года, если я не ошибаюсь, да, что они встретились, и была экскурсия по мечети, вот, что, в принципе, было, так скажем, интересно. Вот, но на ту встречу я, ну, как-то не пошел, ну, немножко тоже, честно скажу, что как-то, ну, постеснявшись, да, вот. Но впоследствии был ряд таких вот очень интересных событий. Был субботник, да, вообще в целом, да, мы здесь в мечети очень не случайно, да, это мечеть, это историческое во многом место, Конкретно вот это место. да, конкретно вот это место в том числе, да, мечеть – это историческое место, которое сыграло такую важную очень роль, да, во многих событиях, да, которые происходили в моей жизни. И вот был субботник здесь в мечети, и в том числе сбор людей на субботник был вот этой группе татар Кемерово. Это которая группа сейчас называется «Кемеровские татары», да? Она называется Татары «Татар Кузбасса. Кузбасса», да. Она называлась, да, наверное, называлась «Кемеровские татары». Да-да-да. Так сложилось, что именно от этой группы пришел на субботник только я. То есть никто не пришел вообще. Ну, здесь были люди, прихожане, как я понимаю, мечети. Да, и я могу сказать, что до этого я в мечети вообще никогда не был. Но в тот раз я внутрь мечети тоже так и не попал. Я просто пришел здесь на улице, вот там буквально у нас за спиной я убирался. Там, если мы увидим, там есть за парковкой такие сосенки. То есть там мы что-то там окучивали с каким-то дедушкой тоже, общаясь немного на татарском языке. Это вот была такая моя первая такая активность. И я написал в группе о том, что, знаете, ребят, я вот ходил на субботник. Ходили ли вы? Да, и то есть уже ну как-то я был в какой-то выигрышной ситуации. То есть даже если была бы какая-то встреча, да, и мне бы начали говорить, а почему ты не ходил на другие встречи или еще что-то, я бы сказал, ребят, слушайте, был субботник, на субботник приглашали, пришел только я один, и я в таком каком-то выигрышном положении. Вот. И в дальнейшем, да, была встреча, она была 16 мая 2009 года, 16 мая 2009 года произошла встреча. Встреча была в центре города, и мы встретились нас было 4. Был Рамиль Каюмов, это как раз был один из лидеров татарского молодежного движения, один из инициаторов вообще создания. Именно он меня позвал в Дуслык, между прочим, здесь, в мечети. Да. Но он заразился тем, что он до этого, еще находясь в городе Березовском, его приглашали на Сабантуй, он помогал там в качестве организатора, то есть каких-то татарских мероприятий, ездил, если не ошибаюсь, в Казань, Новосибирск, на разные форумы, где его тоже немножко заразили идеей создания молодежного движения. Так вот, был Рамиль и было 2 девушки, это Марьяна и Рита Талибулины. Вот. Мы, получается, встретились, пообщались, плюс был еще парень Тимур Курбангалеев. И после чего Рамиль сказал о том, что, знаете, сейчас будет встреча в мечети. Ну, мы говорим, ну ладно, поехали на встречу. Мы даже сами до конца не знали, что это за встреча. Ну ладно, мы приехали сюда. Здесь была встреча, руководил всем собранием муфтий на тот момент Кемеровской области Тагир Хазрат Давлеткулов. Здесь, к примеру, да, из тех, кто присутствовал на этом собрании, это был нынешний муфтий Тагир Хазрат Бекчентаев, был председатель Дуслыка на данный момент Тимур Галеев. Были еще несколько активистов из, так скажем, старшего поколения, да, из предыдущих поколений молодежных движений. И здесь была речь о создании, ну, вообще изначально, то есть, может быть, кто-то не знает, да, оно называлось
Татаро-башкирское молодежное общество ТАН. Даже так. Татаро-башкирское молодежное общество ТАН. Но Тагир Хазрат Давлеткулов сказал, что не нужно, скажем так, идти сразу по всем направлениям, да, давайте вы, ребята, ну хотя бы одно возьмите, татарское, да, но если вот у вас пойдет, можете там башкирское создавать, еще что-то. То есть было такое собрание, даже если не ошибаюсь, оно было официальное, то есть велся какой-то протокол, но организацию эту мы в итоге не стали регистрировать. Может быть, даже на этом собрании это обсуждалось, я вот сейчас уже слабо вспомню. Устав потом все-таки мы сделали. Ну, как раз, да, и устав вроде как был подготовлен. То есть, ну, сложно сказать, ну, я уже смутно помню, но я помню, что были активные планы. На самом деле я был частично в шоке. Почему? Потому что я вообще не был готов к какому-то собранию, к участию в какой-то организации. Все было как-то непонятно. И я в целом, то есть я обычный парень, то есть с улицы, никогда никакой общественной деятельностью не занимался. С какого перепуга я вообще попал в эту организацию? Что я здесь вообще должен делать? Зачем меня вообще сюда пригласили, да, затащили на эту встречу? Ну, как бы, ну ладно, ну, как-то встать и выйти, ну, было некультурно. Поэтому я здесь сидел до конца. То есть мы со всеми, скажем так, пообщались. Ну и вот с того времени, да, это вот 16 мая 2009 года, получается, ну, официально, да, это можно считать датой, да, начала есть, ну, ТАНа. вот эта вот та организация, которая называлась ТАН, да, «Рассвет», то есть такая вот интересная потом, история. Я вот лично помню, когда я первый появился в нашем Дуслыке, для меня было первое собрание было все-таки в ДК. Наверное, ты тоже его помнишь, когда у нас там человек 20 уже было, тогда помню, что весь Дуслык был молодым татарам забит. Ты это помнишь собрание? Возможно, возможно. Но могу сказать, что как вообще все это происходило. Но в какой-то степени наша вот эта вот организация, да, когда мы начали уже какую-то деятельность, в мае, да, мы несколько раз собирались летом, общались, встречались, просто где-то в кафе разговаривали, обсуждали какие-то планы, но какого-то продвижения особого не было. Ну, то есть были какие-то такие планы, какие-то, может быть, даже где-то не очень реалистичные, да, были какие-то разговоры, но никуда это не шло. То есть как-то немножко не хватало нам вот такой точки опоры. В мае месяце Рамиль Каюмов, да, могу сказать, что на этом собрании его избрали мы руководителем организации, он вышел к нам с такой новостью, да, о том, что есть у нас татарский центр, в котором нам разрешили собираться в определенные дни по средам и проводить свои собрания, ну, общаться, так скажем, да. И, ну, это во многом благодаря Тимуру Галееву, который вот взял над нами некое такое шефство, кураторство. Он, скажем так, за счет своей такой энергии, да, собрал нас там, да, и за счет своей энергии, да, вот у нас так смог мотивировать на то, что, в принципе, вот та площадка, это Татарский культурный центр Дуслык, да, который находится по адресу Рукавишникова, 15, да, это на тот момент название было, да, это Дворец молодежи. Да. И что это такое очень хорошее место, в котором мы сможем развиваться. Вот. И это было в сентябре, да, и постепенно мы начали как-то вот такое какое-то, ну, небольшое движение. Очень небольшое движение, развитие. Во многом очень большую роль сыграл художественный руководитель Дуслыка Равиль Зайнулович Шайдулин, который, он, скажем так, он был готов поддерживать любые наши инициативы. То есть каждая идея, с которой мы приходили, даже порой
вот те идеи, которые были реализованы тогда, мне сейчас кажется, что Сумасшедшими. это сумасшедшие идеи, да, то есть это что-то нереальное, это что-то, может быть, так скажем, ну, то есть у меня сейчас, если бы ко мне пришла молодежь, да, и сказала, слушай, мы вот хотим сделать такое-то мероприятие, я бы, ну, скажем Подумал так, бы, да? подумал бы много раз, да, а он всегда нас поддерживал, и когда шла такая поддержка, то есть мы приходили, говорили родителям, мы хотим провести вот это, Мгм. хотим сделать вот это. Он всегда говорил, молодцы, давайте, что от нас нужно. И это очень сильно помогало, это вдохновляло нас на то, чтобы двигаться дальше. То есть, Вопрос когда сам. мы, извиняюсь, да, когда Мгм. мы не понимаем, то есть одно дело, когда ты приходишь с какой-то идеей, и, например, ну, в ответ идет какая-то критика, недовольство, да, попытка как-то немножко корректировать те мероприятия, которые ты проводишь. Это одно, да, а когда ты приходишь, и перед тобой открыты все двери, тебе готовы помогать куда-то двигаться, да, и это, конечно, очень сильно помогало нам развиваться. И мы очень быстро, да, набрали такие обороты. Да, я это помню прекрасно. Но все-таки ты человек далекий вот от культуры в целом, да, не только татарской, но ты вот рискнул в эту стезю войти. Не боялся ли ты, что у тебя что-то не получится? Или не было у тебя потом впоследствии желания просто уйти из Дуслука, перейти на другую деятельность и в другую организацию, допустим? Смотри, Мансур, здесь все, скажем так, очень интересно происходит. Дело в том, что в данной организации я вот, может быть, на этом собрании, которое происходило в Мгм. Дуслуке, может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже, я был выбран бухгалтером организации. Это тоже малоизвестный факт. То есть я был бухгалтером организации. То есть ввел учет денежных средств, ну, там, ну, денежных средств, да, то есть там где-то там на какие-то мероприятия, да, нам выделяли спонсоры деньги, мы, соответственно, то есть должны были потом отчитаться по чекам, да, то есть как-то эту информацию ввести, какой-то учет, потом это озвучивать. Я занимался вот этой бухгалтерией. То есть, в принципе, мне этого было достаточно в плане деятельности. И было, так скажем, как это правильно сказать, а, мне было очень комфортно. Интересно, да? Да, мне было интересно, то есть я был как бы во всем этом движении, у меня была своя роль, которую я делал, с которой я справлялся, и был у нас руководитель Рамиль, да, который нас вел куда-то за собой. И, соответственно, вот как бы вполне, так скажем, вот это вот, мне этого хватало. Но так сложилось, что Рамиль тогда обучался на 5-м курсе университета, и в декабре месяце он сказал о том, что у него впереди преддипломная практика и в дальнейшем написание ну, вообще был разговор изначально, что у него преддипломная практика, что ему необходимо эту практику пройти. Пока он месяц будет на практике, нужно кому-то руководить организацией. И он попросил на этот месяц меня, ну, как бы подключиться к руководству, да, просто чтобы, ну, организация что-то делала, да, он был где-то рядом, но мы, так скажем, ну, не стояли на месте и двигались. Ну, по Ну, секрету скажу, что Руслан в итоге остался руководителем, ну, вплоть, скажем так, до, наверное, закрытия ТАНа, да? а, получается, что прошел этот месяц, и в дальнейшем, да, то есть, ну, для меня, честно скажу, мне было страшно. То есть это была большая ответственность для меня. Я был не готов. То есть я предлагал всякие разные другие варианты, другие кандидатуры, кто бы возглавил. То есть я говорил о том, что у меня нет знаний, нет навыков, нет каких-то умений. И, скажем так, мне впоследствии, да, например, некоторые говорили о том, что ты знаешь,
ты не сможешь быть лидером, за тобой люди не пойдут. Вот. Ну, месяц его практики прошел, я говорю: Рамиль, забирай организацию, да, то есть я к власти не рвусь, мне это не нужно, не интересно. Мгм. Он сказал: знаешь, сейчас у меня есть такая проблема, мне нужно написать дипломную работу, и, соответственно, как мне нужно написать дипломную работу, да, вот полгода вот я буду писать этот диплом, потом у меня будет защита, защита у меня пройдет, и, соответственно, я сразу вернусь к руководству. Но в итоге он не вернулся. Потом прошло полгода, я говорю: Рамиль, забирай организацию. Он говорит: знаешь, я сейчас нашел, вот, закончил университет, да, нашел работу, и мне нужно, ну, какое-то время, чтобы на этой работе освоиться, нужно время. Давай я пока вот работаю, да, так скажем, плюс у меня там еще ремонт начинается, вот я вот все это закончу, да, так скажем, ты тут какой-то испытательный период у меня пройдет на работе, да, я там закончу ремонт, и потом я стану руководителем. Ну и так сложилось, что ничто не бывает более постоянным, чем Чем что-то временно, да. временное, да. И я, так скажем, стал полноценным уже руководителем, да, впоследствии у нас было, то есть, собрание, да, где уже, получается, официально Рамиль оставил свою должность, да, и меня, ну, те члены нашей организации, да, они выбрали уже руководителем. Руслан, ну, все-таки, наверное, будем завершать наше небольшое интервью. У нас осталось таких два-три главных вопроса. Вот назови, пожалуй, самый главный проект, который ты реализовал в Тане. Угу. Это очень хороший вопрос. Я на самом деле думал, задашь ты мне его или нет. Как я уже говорил, да, что так или иначе, вот вся моя жизнь и работа, и вот, ну, часто бывает, да, вот есть такое мнение у некоторых людей о том, что, ну вот, там, мечеть, это вот татарская отдельно, мусульманская отдельно, не нужно это смешивать, здесь религиозники, здесь культура, это все неправильно. Но, тем не менее, да, мы очень активно с 2000, наверное, 2011 года очень активно, скажем так, начали сотрудничество с мечетью, с имамом мечети Рубином Хазратом Мунировым, который тоже предложил нам ряд проектов, и мы здесь эти проекты проводили. Ну, в первую очередь это были такие социальные проекты «Детский Сабантуй» по детским домам, то есть мы выезжали в детские дома, общались, делали такой небольшой татарский праздник. Ну, этот проект до сих Для пор детей. живет, самое интересное. Да, то есть немножко как бы видоизмененный, да, скажем так, этот проект остался. То есть тоже это уже получается больше 10 лет. Но есть вот один такой проект, это он называется «Молодежный форум Иман». Угу. Он тоже немножко видоизменился с годами, немножко он, так скажем так, у него форма чуть-чуть другая появилась. Но в этом году, если я не ошибаюсь, он будет проходить уже 12-й раз. Вот. То есть А там татар какое количество вот, непосредственно? разное, Мансур, То есть разное. есть, да? Есть, конечно. Конечно, татары есть. То есть суть была в чем? В том, что, по сути дела, да, вот какие-то татарские мероприятия, их было, ну, достаточно. Их проводили в каждом регионе, да, они были очень, так скажем, разные, да. Например, татарское молодежное мероприятие, да, какой-то большой слет татарской молодежи проходил рядом в Новосибирской области. Угу. Копировать это мероприятие, ну, не хотелось. Да, но тем более оно до сих пор тоже существует, очень качественный, классный продукт, классный фестиваль, который посещают каждый год там много-много молодых татар. Вот у нас было собрание в Тане, я пришел и сказал о том, что, ребята, вот у меня возникла такая идея, а может быть, в религии я только-только какие-то вот знания получал, и, скажем так, немного совершенно. И сказал: ребят, у меня есть идея провести сибирский мусульманский форум. Честно скажу, что некоторые из людей, которые были на этом собрании, они откровенно смеялись над этим предложением. Они сказали, что это нереально. Угу. Из-за вражды, наверное, некой такой, да, татарского движения в мечети, нет? Абсолютно нет.
нет. Просто сама идея им казалась нереальной. То есть какой-то вражды, на самом деле вся вражда, я могу сказать, что только в головах невежественных людей. Никакой вражды по факту нет. Давай дальше коснемся все-таки имана, да? Да. Вот основная цель – это все-таки привлечение татар к религии, получается. Так ведь? Смотрите, нет, как такой цели мы не ставили. То есть у нас изначально, ну, хотя, кстати, да, в первоначальных задумках было такое, одна из таких версий была, это такой сибирский татаро-мусульманский молодежный форум даже вот такая была эта концепция. Но мы сразу поняли, что в принципе нет необходимости, да, разделять как-то молодежь по национальности. И могу сказать, что в первый год мы провели это мероприятие на достаточно хорошем уровне. То есть это было 4 дня. Приехали к нам участники из области, приехали участники из Новосибирска, Красноярска, Томска. То есть уже сразу мы такой на сибирском уровне. То есть многие ребята, да, которые тогда приезжали, да, это какой-то там 2012 год, они сейчас, то есть это уже взрослые люди, да, то есть тогда им было 20, да, сейчас уже за 30. То есть это ребята, знаешь, кто-то из тех, кто приезжал, кто-то бизнесмен, причем некоторые бизнесмены такого российского уровня, да, и кто-то из ребят это политики, то есть там есть депутаты, есть ребята ученые, там кандидаты наук, то есть ребята, то есть разные направления, да, так скажем, в разных направлениях развивались, то есть тогда, скажем так, совсем молодые, да, сегодня это уже взрослые люди. Проект такой получился значимый, да? Очень масштабный. Проект значимый, масштабный, да, и могу сказать, что в 2016 году в городе Казани я был награжден медалью парламента Республики Татарстан, да, как раз вот за реализацию этого проекта. То есть проект получился интересный, да, сейчас мы проект этот дальше, если, извиняюсь, на минуту буквально скажу, да, проект разделился на 2 таких направления, то есть мы ту молодежь, которая чуть старше 18 лет, мы сейчас перенаправили, у нас форум называется «Ансар», и он проходит 4 раза в год. Это в северной части области, в южной части, в центральной части, и такой итоговый форум. А вот сам Иман, да, он немножко переформатировался в такой формат, скажем так, такого детско-юношеского слета. Тоже каждый год мы проводим, это у нас проходит в городе Гурьевск. Ну, уже, скажем, даже так традиционно мы проводим его там. Ну, сейчас коснемся, наверное, самой интересной темы. Вот я-то, конечно, знаю ответ на свой вопрос, но я вижу, ты маленько ждешь его, да, этого вопроса. Как Тан повлиял в твою личную жизнь? Ну, не секрет, что, скажем так, вот такие татарские молодежные организации, да, они во многом способствовали тому, чтобы там татары, парни, да, знакомились с девочками-татарками, да, скажем так, сочетались браками. И во многих организациях, да, есть много-много-много таких пар. И я не исключение, да, то есть моя супруга также, вот, скажем так, пришла к нам на собрание, да, мы с ней познакомились. В дальнейшем уже через год мы, скажем так, у нас произошел исламское бракосочетание никах, да, здесь вот в мечети. И, ну, не я один, да, много пар, то есть, причем пара это не только кемеровчане, да, то есть, например, там есть у нас пара, где там житель города Прокопьевска, да, и жительница города Кемерово, да, сочетались браком, да, и уже 2 детей. Есть у нас пара, где девушка из Кемерово и парень из Новосибирска, да, там тоже
если я могу ошибаться, по-моему, даже уже 3 детей. То Это есть, Сабина и Салават, да? да, да, да. То есть вот такие пары, да, они частью у нас есть, появились, и, ну, это тоже во многом, да, благодаря тому, что вот эта организация, она существовала. То есть получается, что, наверное, задачу Тан, по сути, выполнил, да? Ну, Что, да, ну, первая задача это все-таки пропаганда и сохранение татарских семей, даже так можно сказать, да? если изначально там, да, задумался как такая общественная организация, как некий вариант такой, не знаю, какого-то молодежного, там, не знаю, комсомола, да, там, не знаю, какой-то вот такой вот организации, то сейчас я могу сказать, что, ну, задумка была изначально такая, что уже, наверное, когда я был руководителем, ну, может быть, даже это еще и до меня произошло, эта организация, она превратилась скорее больше в такую, то есть это такое общество друзей. Мы и назывались общество. Да, это было общество друзей, которые вместе проводили время, то есть у нас было общение, да, то есть мы проводили какие-то мероприятия. Не было какого-то такого грандиозного плана, да, к тому, чтобы мы там пришли к чему-то там, не знаю, такому, то есть там стать самой лучшей организацией, там еще, хотя, тем не менее, да, мы, Остановились. да, становились лучшей молодежной организацией, вот. Не было, ну, просто была молодежь, мы общались, нам было весело, мы что-то делали совместное, может быть, да, у нас не было каких-то таких супер талантов, да, может быть, мы не были какими-то там талантами в области, там, скажем так, ну, Да-да-да. какой-то, ну, в области культуры, да, так скажем. Но тем не менее, да, то есть впоследствии, да, вот, ну, ты, Мансур, да, как тот Мгм. человек, который пришел, да, имея только, там, ну, то есть образование никак культура не связанное, да, Да-да-да-да. постепенно, да, скажем так, поменял работу, получил хорошее образование, Да-да-да. да, и впоследствии стал уже работником культуры. Так и мы все, да, мы развивались в этой организации, мы двигались куда-то вперед, эта организация помогала нам себя развивать, но я, например, да, могу сказать, что до того, как я начал вообще в этой организации быть, я считал, что быть на сцене, да, что-то говорить, вообще выступать перед людьми, это вообще не мое, и как-то у меня это не очень хорошо получается, и мне это было немножко страшновато, зачем вообще мне это нужно было, как бы я где-то вот я могу в зале посидеть, посмотреть, как выступают люди, но оказалось, да, что ну, есть какие-то, может быть, там таланты, да, есть Мгм. какое-то, что там помогало мне там проводить как ведущему, да, много-много мероприятий. До сих пор, да, я там в дальнейшем, там уже, как сказать, там моя работа была, ну, там не в области культуры, да, основная работа была С людьми. связана, да, связана как раз с тем, что я выступал перед людьми, да, занимался обучением людей. И сейчас, да, то есть я периодически тоже выступаю на каких-то мероприятиях, я, скажем так, немножко вспоминаю, да, вот эти моменты, что когда-то, да, вот я вышел на сцену Муслыка, да, то есть это на сцену там Дворца молодежи, это было страшно, но тем не менее, да, вот как-то оттуда, да, началась вот эта вот цепочка событий, так скажем. Ну, причина вот распада Тана, как думаешь, в чем? Ну, как такового Выросли? распада нет. Такого распада нет. Любая организация, она имеет свои жизненные циклы. Имеет свои жизненные циклы. Как и, как, не знаю, как живой человек, да, когда-то он рождается, да, то есть делает первые шаги, в дальнейшем его подростковая жизнь, да, какие-то Мгм. подростковые бунты в том числе, да, в дальнейшем молодость, так скажем, средний возраст, да, когда происходит такой рассвет всего, и в дальнейшем уже идет угасание, да, старость. И так и у нас в организации. Но могу сказать, что во многом это, наверное, связано было с тем, что я женился, да, у меня появились дети. Я, несмотря на то, что был всегда в татарском центре, да, никогда никакие деньги не получал. То есть Мгм. много-много лет я
Ну, порядка 5 лет я по факту, да, если вот прям фактически говорить, ну, можно сказать, был заместителем художественного руководителя Дуслыка Равиль Зайнуловича, вел, там, не знаю, отчеты, посещал различные собрания, мероприятия, то есть много-много-много деятельности это вел, но я не работал. То есть мне необходимо было, ну, скажем так, ну, иметь хорошую, достойную работу, достойную своего уровня, получать какой-то хороший достаток, да, для того, чтобы нормально жить. И найдя такую работу, мне, к сожалению, стало меньше оставаться свободного времени для того, чтобы этой вот молодежной деятельностью заниматься. Хотя, в принципе, да, ну, наверное, знаете, вот есть такой еще момент, что нужно было, и есть такая проблема, нужно грамотно передать власть следующим. Да. То есть взрастить себе преемника, и это проблема многих руководителей, да, которые не могут себе взрастить преемника, передать ему власть и, так скажем, чтобы это все жило дальше. К сожалению, этого не произошло, но это вполне нормальный ход событий. К тому же, ну, я могу сказать, что, например, по примеру других каких-то молодежных организаций, где, ну, очень, скажем так, там как происходит вот смена поколений? Потому что каждый год практически состав их обновляется. Практически каждый год он обновляется за счет того, что, там, не знаю, в город приезжает молодежь какая-то, тут же они подключаются к этой деятельности, там чуть старшее поколение, оно уходит, и так все происходит. У нас наш костяк, скажем так, этот костяк, он долгое время держался, и, так скажем, он практически от начала и до конца, да, многие эти люди как бы этот весь путь прошли. И уже когда нам было по 20 лет, это было одно, когда нам стало там уже по 30 лет, да, и мы все уже были, так скажем, уже с семьями, с детьми, это уже немножко уже не молодежная деятельность. То есть там, по сути, просто вырос. Да, 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 да. Основной и последний, наверное, вопрос, такой, наверное, ключевой для тебя. Вот как ты думаешь, насколько сильно повлияло на твою жизнь татарское движение? Вот лично я всегда говорю, что меня этот Дуслык полностью переформатировал там, от начала до конца. То есть изменил как человека. А вот в твоем случае как это? Ну, тут однозначно, да, моя жизнь, если бы когда-то я не, скажем так, ВКонтакте ввел в поиске кемеровские татары и не нашел бы группу кемеровских татар, моя жизнь была бы абсолютно другой. Моя жизнь была бы абсолютно другой. Какой бы она была, я сейчас не могу сказать, но по моим ощущениям она была бы гораздо хуже, нежели та жизнь, которая сейчас. Потому что вот все, что не происходило со мной дальше, напоминает мне какие-то чудеса, честно говоря. Каждый шаг, который происходил, да, он был всегда вверх, он был всегда очень такой какой-то высокий прыжок, и это движение происходило как-то, ну, не знаю, я считал, что, ну, как-то это не совсем я достоин этого, да, и я благодарен, да, за то, что благодарен вообще тем людям, да, которые были со мной рядом, да, которые способствовали вот этому всему. Я благодарен Равиль Зайнуловичу, да, который, ну, я говорю, что он, скажем так, он всегда был в тени, да, то есть человек, который как-то не выпячивался, да, не кричал громко, да, то есть это человек, который был как-то где-то всегда скажем так, в углу, да, но тем не менее, да, он был очень грамотным, хорошим руководителем, да, который помогал нам развиваться. Благодарен Тимуру Галееву, да, который когда-то как-то вдохновил нас, сказал о том, что мы можем, хотя, то есть мы так себя не чувствовали. Ну, по крайней мере, я точно, да, я думал, что, ну, как? Да, благодарен Рамилю Каюмову, который
по сути дела, сделал организацию, которая позволила мне вырасти, да, ну, многим-многим другим людям, Рубину Хазрату, да, который также, вот, да, я говорю, что Равиль Зайнулович, да, нам никогда не отказывал. Также и Рубин Хазрат, да, с какими бы идеями мы к нему не приходили, то есть тоже он эти идеи поддерживал. Несмотря на то, что очень многие люди вообще сомневались очень сильно в возможности реализации. Оказалось, что все возможно, все в наших руках, и человек, он, так скажем, он может сделать много, может свернуть горы. Вот. Надо только идти вперед, надо делать, работать. Да, и, конечно, это, я сейчас вспоминаю, что это был такой период, с одной стороны, он веселый, но это был период очень интенсивной работы. Я понимаю, что у меня был тогда такой принцип, назывался «один выходной в месяц». То есть один раз в месяц я мог отдохнуть. Потому что я работал на основной работе, я работал, можно сказать, в татарском центре. Причем, если на основной работе был какой-то график, в татарском центре часто бывало, что график мог быть и с 9 утра до 11 часов вечера. Но мы были молодые, у нас было много энергии, много сил, мы получали удовольствие от этого всего, и поэтому, так скажем, мы работали. Сейчас я понимаю, что я, наверное, ну вот сегодняшний я бы, наверное, не смог, я бы, наверное, не рискнул бы. Однозначно не рискнул бы, я сказал бы: ребята, вы занимаетесь хорошим делом, я готов вам как-то помогать советом или еще чем-то, да, но это было интересно. Руслан, и последний, наверное, вопрос, просьба. У нас аудитория, конечно, нашего канала, думаю, ты знаешь, это 140 подписчиков, но аудитория, на самом деле, от 100 просмотров и до 3000. Я думаю, среди наших подписчиков есть и молодое поколение. Вот, я думаю, ты можешь обратиться им в камеру, сказать, стоит ли сохранять татарскую культуру, если да, то что для этого необходимо. То есть попробуй призвать их к нашему прошлому делу. Ну, здесь я, наверное, скажу, что для начала, наверное, не нужно как-то отделять себя от, скажем так, от татарского. Каждый из нас, несмотря на то, сколько бы в нем не было татарской крови, знает он татарский язык или не знает, знает он историю, либо не знает, умеет он танцевать татарские танцы, либо нет, он является частью татарского народа. Каждый из нас, несмотря на то, что, скажем так, у него, вот, скажем так, он считает себя далеким от этого всего, каждый из нас может в эту деятельность прийти, может внести свой вклад. Я могу сказать, что да, вот я пришел, да, мне достаточно было того, что я вот рядом с этим движением, что я там, работаю бухгалтером организации, что я веду какой-то учет, и это здорово, что тем самым я вношу свой вклад в развитие татарского движения. Татарское движение – это не всегда… нужно понимать, что вообще такое татарская культура. Татарская культура – это вещь очень-очень, так скажем, то есть это очень широкое понятие. И каждый из нас может развивать это направление. То есть, например, да, что такое татарская культура? Это может быть и татарская литература, татарская поэзия, татарский кинематограф. Это любая вообще деятельность, как-то связанная с татарами. Это, если все разделить, есть то что-то некультурное какая-то деятельность, да, все, что мы можем назвать некультурным, все некультурное. Все, что любая деятельность, которую мы можем назвать культурной, она культурная. И к культуре относится. Поэтому нужно смотреть на это направление шире. Всегда есть возможность, да, есть такие люди, как Мансур, например, да, то есть можно к ним прийти и, пообщавшись с ними, сказать о том, что, слушай, вот
вот у меня есть вот такие таланты, да, либо я вижу себя вот в этом направлении. Давай мы будем как-то это развивать. Ну, не знаю, я умею хорошо играть в футбол. Да, Мансур, давай мы создадим татарскую команду. Да, и Да-да-да. было такое. Было. Да, то есть создали татарскую команду, да, играли, там в каких-то соревнованиях участвовали, матчах. Пожалуйста, можно это? Можно. То есть, там, не знаю, я там хорошо готовлю татарские блюда. Давайте развивать татарскую кулинарию. Давайте какие-то конкурсы делать. Давайте, там, не знаю, я научу, буду проводить мастер-классы, там, буду учить готовить чак-чак, там ишпишмак и еще какие-то блюда. То есть нужно смотреть на эти вещи шире. К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что люди воспринимают, ну я был такой же, да, понимаешь, что татарская деятельность, ну это что-то, вот, что касается сцены, того, что кто-то вышел, спел, того, что кто-то вышел, станцевал. Все. Но если мы будем смотреть на вещи гораздо шире, да, и понимать, что каждый из нас может участвовать в развитии, и каждый, с одной стороны, отдавая, в том числе может и какие-то плюсы для себя получить, да, развить какие-то свои навыки, да, может быть, ну, может быть, это не главная цель, конечно, да, но получить потом какие-то даже там, не знаю, награды, да, получить какие-то возможности, там, не знаю, посещать какие-то разные мероприятия, ездить в Казань, там, в другие соседние города, общаться с татарской молодежью, находить единомышленников, не знаю, найти свою вторую половинку. Все это возможно, и самое главное, чтобы было от вас, ну, так скажем, такое желание, чтобы вы хотели этого, чтобы вы понимали, что если вы татарин, знаете, вот, у меня есть такое понимание, что у каждого татарина, да, есть в душе некий магнит. У каждого татарина, вот вы сейчас, глядя это видео, да, подумайте, ощутите в своей груди этот магнит. Есть магнит, который притягивает тебя к другим татарам. И татары, да, они вот так вот между собой магнитятся. Даже, может быть, это не специально происходит. Это не происходит там в татарском центре или в мечети, еще где-то. Но мы там, не знаю, на работе, в коллективе, да, в студенческой какой-то. Мы хотим или не хотим, да, мы друг к другу притягиваемся. Но давайте вот это вот притяжение мы будем использовать во благо, да, в развитии себя и в развитии нашего татарского общества. Дорогие друзья, после такого замечательного спича, да, таких замечательных слов, мне остается напомнить о том, что вы смотрели проект «История татар города Кемерово», уже 8-я серия. Сегодня я, Мансур Саттаров, был в гостях в прекрасной нашей мечети Мунира, в историческом, во многом для нас месте. Как я уже говорил, что я пришел в татарское движение именно благодаря Рамилю. И мечети. Да, мечети, да. Руслан тоже, в принципе. Ну, остается только напомнить, что вы можете подписаться на наш канал, оставить комментарий, поделиться данным видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию нашего интересного проекта. Не забывайте о своих корнях, Руслан. Увидимся. Сау Болгас. Сау Болгас.